Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто вас любит, но при этом молчит? Загадайте на себя, загадайте на любовь и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто же вас любит, но при этом молчит? Ну, этого человека здесь прям показали, как на одной ножке стоит. Человек неустойчив, да, либо у человека сейчас такие обстоятельства, ситуация в жизни, когда он не то чтобы предлагать любовь, да, он не знает, что с ним завтра будет. В каком-то то ли подвешенном он состоянии, то ли в критическом состоянии, как будто бы все вокруг него рушится и ломается. Очень неспокойная обстановка. У кого-то отыграется, что прям в жизни у него все страшно, неспокойно, его привычный мир тар-тарары улетает, а у кого-то отыграется это состояние на душе. Вот психика подорвана, надорвана, человек в депрессии, человек может быть даже в агрессии, то есть вот раздражение, у кого-то наоборот апатия, тоска, печаль. В общем, состояние у него, конечно, критическое. Да, я говорю про критическое состояние, у меня вон за окном скорая едет, но как подтверждение, да, что болеет этот человек, и болеет очень сильно. Этот человек в вашей жизни присутствовал. Смотрите, у одних отыграется, что вы сейчас не вместе, отношения разорваны. У других отыграется, что человек имел раньше возможность с вами общаться, имел шанс с вами, например, сойтись, там, предложить вам себя, свою любовь, но по какой-то причине не решился, да, либо не смог. А у кого-то отыграется, что права не имел, поскольку вы дама замужняя. Понятно, что у вас много, отсыпка у нас общая. Но этот человек, он в такой печали, он в такой тоске из-за того, что шанс с вами быть он не использовал, он его упустил, пропустил. Из-за этого он сам себя теперь грызет и ненавидит. Девушки, женщины, кто в браке, либо кто в отношениях, может быть, вы с мужчиной проживаете, да, в гражданском браке находитесь. У вас отыграется, что мужчина с вами, скорее всего, ну, не знаю, либо вместе учился, если вы студентка, либо вместе работал, да, если вы работаете. Вот, может, спортом даже с вами вместе занимался. Мужчина про вас знает, что вы не свободны. Он долго от себя отгонял эти чувства, он долго сам с собой боролся, но вот пришел к такому заключению, что я люблю, я влюбился, а поскольку человек, он благородный, он не имеет права, ну, скажем так, разрушать вашу любовь, разрушать вашу семью, ваши отношения. Знаете, как самоотвод взял, даже не попробовав, даже не намекнув вам на свою любовь, на свои чувства. Также есть девушки, женщины, кто с этим мужчиной был в отношениях. Вы были вместе в отношениях, у вас было все, у вас была любовь, у вас был тут же интим, да, кто-то в паре, в браке был с этим человеком. И вы с этим человеком, ну, я не знаю, поссорились, поругались, отношения сошли на нет. Вот знаете, как мне идет? Он вас любил, и при этом он вас обижал. Чем сильнее он вас любил, тем сильнее он вас обижал. Какая-то вот пропорция идет, знаете, как знак равно. Девочки, ну вот не готов он был к серьезным отношениям, либо он не смог вынести эти отношения, вывести, даже не вынести, вывести эти отношения. Ну, допустим, вы в браке, мужчина
не мог мириться с тем, что вы красавица, что вы открытая, что вы такая публичная личность, да, то есть вы не сидите под замком дома, вы там работаете, у вас подруги, у вас там мужчины знакомые, вы выходите, вы общаетесь, вам хочется полноценной жизни. Он понимал, что он, как не дотягивает, что ли, до вас, и он очень сильно вас ревновал, очень сильно, прям, знаете, до боли, вот прям болезненное ощущение в нем вижу. И ревнуя, обижал, понимаете, там цеплялся по мелочам. А у кого-то отыграется, что он эту ревность, эту боль алкоголем заливал, да, он начал пить, причем чем дальше, тем больше. В алкаша прям превращался на ваших глазах. Но вы, понятно, терпеть это не стали. Вы не стали терпеть эти обиды, вы не стали терпеть алкаша, у кого алкаш был. И вы просто разорвали эти отношения. Хотя вижу, что вы боролись за вас, не за себя даже, за вас, вот за вашу пару вы боролись. А он как дурачок, вот как сошел с ума, вот с катушек слетел и все полетело. Вы расстались. Причем, я вижу, что он очень так некрасиво поступил с вами, обидел вас очень сильно. Вы расстались. У вас к нему злоба есть, я вижу злоба, вот недопонимание, да как же так, я тебе там самые лучшие годы, я тебе себя посвятила, а вот ты так со мной поступил, так меня сильно обидел, да, либо так вот прям испортил мне, испоганил жизнь. А он, понимаете, головой-то он понимает, что он наделал, да, что он такой вот прям нехороший человек, да, нехорошо поступил, но в то же время у него какая-то глупая вот эта гордость, знаете, он очень мнительный, вот это вот эго его раздутое до неприличных размеров. Вот как два начала в нем борются. И он настолько противоречивый, знаете, он сам себя вроде как и любит, и тут же ненавидит. Да, он знает все свои сильные качества и все свои слабости, все свои пороки, он все это знает. У него, как знаете, не хватает духу, да, не хватает духу, во-первых, признать, вот превселюдно признать, что я вот такой эгоистичный, надменный, с плохим характером, упрямый человек, и в то же время не хватает духу попросить, например, вас, простить его, помочь ему, поддержать. Да? Может быть, если бы он вам все это рассказал, что его мучит эта страшная ревность, что мучится это неуверенность в себе, что мучит его зависть к вам. Может быть, вы вместе бы что-то придумали. Может быть, вместе пошли бы, например, там, к психологу, семейному психологу, порешали бы эти вопросы. Хотя бы попытались бы. Но видите, как смолчал, не сказал, выбрал путь такого, извините, прессинга и насилия. Ужасно, ужасно. Разрушил себя сам, девочки. Вот разрушил и ваши отношения, и себя разрушил. Сейчас вот на этой ножке, знаете, как на волосинке стоит, как там говорили в детстве, да, на веревочке, веревочка обрывается, да, и все у нас кончается. Довел, просто довел, и вас довел, и себя довел. Пожалуйста, это яркий пример человека, саморазрушителя. Скорее всего, он носитель тяжелой кармы. Конечно, на индивидуальном это было бы более понятно. Либо он у вас под тяжелой кармой, под черной звездой родился, либо на него в свое время кто-то поделал. Да, и вот эта магия просто его разрушила целиком и полностью. Человека поддерживает любовь, которую он испытывает к вам. Вот если бы он, допустим, так сильно вас не любил, я вам серьезно говорю, он бы где-нибудь пропал, либо сам бы с собой что-то сделал. Настолько у него жизнь стала ужасной, настолько стала невыносимой, нестерпимой. Знаете, он даже как бы ничего уже и не хочет. Он понимает, что вы его никогда не простите. Он понимает, что назад ему дороги нет. А у кого, например, ситуация, что вы не свободны, то есть мужчина говорит, все, это приговор, это конец, да, она замужем, она с другим, она будет жить с ним долго и счастливо, а я вот буду всю жизнь там маяться, мучиться. Страшная ситуация, страшное состояние. Смотрите, что я вижу. Вот что дает ему силу жить дальше. Вот каждый день там вставать с кровати, каждый день там, не знаю, кушать, банально кушать, да, у него аппетита, кстати, нет. Держаться, да, на этой на одной ноге.
мысли о том, что он вас может увидеть, мысли о том, что он еще раз может почувствовать вашу энергетику. У кого-то мужчина мечтает еще раз к вам, например, прикоснуться. То есть он не верит, что счастье между вами возможно. То есть тут он уже, знаете, как трезвый реалист. Но при этом он живет вот этой мыслью еще раз ее увидеть, и еще раз почувствовать ее энергетику. Вот этим он живет. Знаете, это банальный пример того, как человек сам себя уничтожил. Просто вот из-за ничего, да, из-за каких-то дебильных комплексов, из-за каких-то этих шор, которые в нем там расплодились. Из-за этого. Просто из-за этого. Будь он немножечко менее зашоренный, да, менее закомплексованный, да подошел бы к вам, сказал: да прости, ну дурак был, ну вот такая у меня сущность, да, вот такое, вот помоги, да, давай вместе что-нибудь сделаем, вот люблю тебя не могу, и тут же тебя ревную, тут же я тебе завидую, тут же я все разрушаю, да, вот помоги мне. Вы бы, конечно, бы ему не отказали. Либо, например, если вы замужняя дама, мужчина хотя бы как-то мог обозначить свою позицию. Например, сказать, что вот так случилось, мадам, я в вас влюбился, но я понимаю, что вы не свободны, я понимаю, что не имею права, да, позвольте мне, например, быть вашим там другом. Да, я ни на что не претендую, просто хочу с вами дружить. Да, может быть, вы бы ему не отказали, может быть, вы бы сказали: Господи, да, я так ждала этих слов, там, я, да, живу там с мужем, но он меня не устраивает, да, может, там, у нас все плохо, а вот ты мне нравишься. Ну, не зря же вы смотрите «Отсыпку». Да, ну, замужняя дама навряд ли бы стала смотреть, счастливая замужняя дама навряд ли бы стала смотреть «Отсыпку», кто ее тайно любит. Вот. И все бы решилось, все было бы замечательно. Ну, вот такой мужчина вам попался. Значит, девочки, что я хочу сказать. Вам не следует думать об этом мужчине, вам не следует, ну, я не знаю, искать его, там, пытаться помочь, но если вы догадались, о ком я говорю. Живите свою жизнью. Этот мужчина, он должен сам развязать этот свой кармический узел, да, либо до конца пройти свою карму. Либо он ее пройдет, либо она его убьет. Извините, но идет такая информация. Сейчас он просто, знаете, как радиоактивный какой-то. То есть он излучает этот негатив. Вот все, что попадает в его поле, все вот там вянет, гибнет, умирает, портится. Поэтому держитесь лучше подальше. А с этим мужчиной, ну как Бог даст, так и будет, да? Вот пока он на этой одной ноге стоит, пока у него есть шанс, да? Как только нога устанет, либо он вторую ногу поставит и станет крепко, либо он упадет, и все, и навряд ли он встанет. Вы чувствуете, вот вы не просто так зашли на мою отсыпку, вы чувствуете интуитивно, подсознательно, вы чувствуете, что есть человек, который вас любит. Причем вы чувствуете даже в какой-то степени, что любовь это трагичная, что любовь это болезненная. Да? Вот прям чувствуете. У вас очень сильная интуиция. Вообще, я вам так скажу, у вас даже интуиция работает на то, что вы можете безошибочно определить, какому мужчине вы нравитесь, симпатичны, либо кто вас желает. Вот достаточно просто на мужчину посмотреть, а кому-то просто рядом постоять, и сразу становится понятно. Вот ваша интуиция, ваш внутренний голос вам начинает нашептывать: а вот этот мужик тебя хочет, а вот этот тебя любит, а вот этому ты нравишься, а вот этот не прочь с тобой тут шуры-муры закрутить. Это есть у вас, девочки, есть. И знаете, это правда, это не обманка. Интуиция сильная, я здесь вижу, я вас вижу здесь с луной в руке. То есть интуиция сильная у вас, очень сильная. Вы знаете, вы очень многим мужикам нравитесь. Вот нравитесь чисто с физической стороны. Фигура, лицо, да, вот нравится, ну вот прям приятно. Вот вы идете, а мужики вам улыбаются, либо вслед вам улыбаются. Мужики о вас разговаривают на работе, по соседству. Просто там какие-нибудь мужички вас увидели, например, да, такие: о, какая женщина, о, ножки, там, попочка, там, туда-сюда. Разговоры такие есть такое. Ох, как-то вы себя сами, конечно, тут недооцениваете. Но это другая будет отсыпка, это другая тема. Что вы должны знать? Вы должны знать,
что вот этот мужчина, он и не первый, и не последний, кто вас так сильно любит. Вообще у вас, я уже сказала, да, мужчины влюбляются. Знаете, что я вижу? У вас вот в течение 3 периодов времени, у кого-то 3 дня, у кого-то 3 недели, у кого-то 3 месяца, с этим мужчиной идет встреча. Причем такая, знаете, лобовая, вот лицо в лицо, глаза в глаза. Будет такая встреча, он очень будет плохо выглядеть, очень плохо. И, знаете, он будет пытаться вам что-то сказать. Если вы его поддержите, он вам что-то да и расскажет. Может быть, не все, может быть, частично, но расскажет. Если вы сделаете вид, что вы ничего не видите, не понимаете, ну так и разойдетесь, как в море корабли. Смотрите, решение будет за вами, но рекомендация идет его не трогать, оставить, пока он не решит вот эту свою ситуацию, не распутает свою карму, либо не проработает свои все эти комплексы и шоры. Если вы сейчас с ним сойдетесь, ну поверьте, будет тот же самый результат. Опять ревность, опять обиды, опять вот эта зависть к вам, и тем же самым и закончится. Любовь к вам это как спасение для этого мужчины, это как дополнительный стимул для того, чтобы жить. Я уже говорила, да, только любовь к вам его поддерживает, помогает ему по утрам вставать. Помогает ему, я не знаю, там, питаться, да, у него, кстати, отсутствие аппетита идет, а у кого-то наоборот, прям страшный жор такой, что прям он заедает это свое горе, свою беду. Не только женщины заедают, мужчины тоже заедают, по крайней мере, тот, кого вы загадали. У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Ну, видите, как такой персонаж вам повстречался, да, у кого-то прям даже в жизни наследил. Вы на него, пожалуйста, не обижайтесь, не держите на него зло. Он человек больной, понимаете, больной. Тяжелая карма – это тоже как болезнь. Она давит на него, понимаете, на мозги давит, на тело давит, на позвоночник давит. Он болеет, девочки, болеет. Вот эти комплексы, зависть, все это же тоже как болезнь идет, да, человек как заражен этими комплексами, как вирусами заражен. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Если вы понимаете, о ком я говорю, если он вас обидел, постарайтесь его от души, от сердца простить. Вам большой-большой плюс в карму пойдет. Ну, а ему, как бы, знаете, облегчение тоже будет, да, одним грехом меньше. Так, мои хорошие, извините, что такая тяжелая отсыпка получилась. Ну, вот что показали выше, то я вам и передала. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.